елочка появилась осенью. В этой части вы напишите то, как это произошло. Вторая часть – подарки для елочки. Обязательно не забывайте, что основная часть должна быть больше, чем другие части. Профессия педагога, пожалуй, одна из самых нелегких и востребованных на сегодняшний день. Работу учителя невозможно переоценить, так как благодаря его труду и настойчивости дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся вниманию, терпению и общению. Марина Викторовна Задорожная – педагог начальных классов, стаж работы – 20 лет. По ее собственному признанию, без любви к детям и к профессии в школе делать нечего. Дети – мое призвание, детей я очень люблю, дети – это мой смысл. В детях я вижу вообще себя и свой образ жизни, весь у меня связан с детьми, и без своей работы я уже свое существование не мыслю вообще. Работа учителя требует огромного терпения и самоотдачи. И чтобы добиться результатов в обучении, хороший учитель должен быть доброжелательно настроен к своим ученикам, помогать им, стараться разъяснить то, что они не понимают. И несмотря на сложности, он должен найти подход к каждому ребенку. Безусловно, есть у нас и озорные детки, и сорванцы, и есть и послушные. Но мы должны воспринимать их такими, какие они есть. И я не думаю, что мы должны их всех лепить и работать, воспитывать так, чтобы они были одинаковы. Потому что в возрасте, когда ребенок вырастет, он проявит свою индивидуальность. В принципе, нужно развивать в каждом ребенке его изюминку, его индивидуальные какие-то способности. А Светлана Константиновна Аргун работает учителем уже более 40 лет, преподает абхазский язык. Как говорит Светлана Константиновна, любовь к школе ей привила ее первая учительница. Именно благодаря ей она и решила посвятить себя школе и детям. Для меня эти все дети, которым я преподаю, они мои родные дети. Нет у меня таких любимчиков, не любимчиков, всех детей я одинаково люблю. Все зависит от того, какую ситуацию создаст на уроке учитель. Если он учитель, и эту профессию выбрал, значит, по жизни, он должен, когда заходит в класс, такую обстановку создать, чтобы дети могли спокойно проводить урок, и чтобы они полностью доверяли учителю. В этот день в школах нашей страны прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. Поздравления и слова благодарности за честное и благородное служение делу образования и просвещения прозвучали в адрес тех, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения. В этот день я хочу пожелать всем учителям, не только нашей страны, а абсолютно всем учителям. Во-первых, здоровья, а во-вторых, хороших учеников. Дети – это всегда прекрасные люди. И от нас, учителей, зависит, какими они будут в дальнейшем. Поэтому желаю творческих успехов, благодарных учеников. И каждый ученик, вот это плод творения своего учителя, чтобы они выросли достойными гражданами и, самое главное, хорошими, добрыми людьми. Традиционно в этот знаменательный день министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба поздравил всех учителей с праздником. Дорогие учителя, пусть на ваших уроках совершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, и любовь к детям наполнит вашу жизнь новым смыслом и радостью, даст вам вдохновение. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в работе, от общения со своими воспитанниками и гордости за их будущие дела и поступки. Мира и добра вашим семьям. Более 4000 учителей работают сегодня в сфере образования Абхазии. Именно от них, от качества и содержания их работы зависит развитие страны на десятилетия вперед. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.